В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшейкшара. Здравствуйте. Создана парламентская комиссия по изучению вопросов экономической эффективности и экологической безопасности, геологоразведки и добычи углеводородного сырья на территории Республики Абхазия. Такое решение приняли народные избранники на очередном заседании сессии парламента. Кроме того, депутаты рассмотрели еще 12 вопросов повестки дня, в их числе законопроекты о внесении изменений в закон Республики Абхазия о международных договорах, в Уголовный кодекс Республики, в Конституционный закон о судебной власти и другие. Подробности в репортаже Саиды Джерсалия. В начале заседания сессии парламента депутат Алмаз Джапуа предложил рассмотреть во втором чтении предложенный им проект закона об увеличении допустимого процента тонировки стекол автотранспортных средств. Речь идет о разрешении тонирования стекол до 70%. Следует отметить, что по действующим правилам разрешено только 30% тонирования. Хотя законопроект был принят на прошлом заседании большинством голосов в первом чтении, на этот раз данный проект не получил поддержки депутатов. 11 народных избранников проголосовали за принятие такого решения, 18 против. Следующим вопросом повестки дня депутаты внесли изменения в закон Республики Абхазия о международных договорах. Депутаты проголосовали за новый порядок ратификации всех международных договоров в парламенте республики. Как вы помните, данный проект был принят в первом чтении заседания сессии 22 февраля 2019 года. Проектом предлагается внести изменения в закон, изложив часть 1 статьи 28, регламентирующую следующие нормы. Что все изменения и дополнения в международные договора Республики Абхазия, ратифицированные Народным собранием, должны проходить установленный настоящим законом порядок ратификации международных договоров. По данному проекту правовой аналитический отдел дал заключение о соответствии его Конституции, правилам юриdiко-технического оформления, иным законам, действующему законодательству. По проекту комитетом проведено голосование и принято решение рекомендовать Народному собранию принять данный проект во втором чтении. Депутат Рауль Лолуа представил на рассмотрение парламента законопроект, в соответствии с которым в Уголовный кодекс Республики Абхазия вносятся изменения, а именно статьи, предусматривающие наказание за нарушение территориальной неприкосновенности Абхазии, заключение антиконституционных договоров и ведение антиконституционных переговоров, шпионаж, поступление на службу в иностранную разведку и публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности республики. Все статьи серьезные. Мы тем самым укрепляем наш уголовный кодекс, защищаем наше государство от разного рода интерпретаций или каких-либо действий, которые может грозить безопасности нашего государства. По данному законопроекту были высказаны разные мнения, в том числе и специалистов. Сказать, что, если можно к такому проекту сказать, пробежались. На самом деле я согласна, что эта статья, надо ее доработать, потому что здесь пересекаются полномочия президента, кто может передавать государство, целое государство. И так вот одной фразой расписать, конечно, я думаю, неправильно, надо над этим, я думаю, поработать еще. В итоге депутаты согласились с мнением о том, что проект закона необходимо доработать. Парламент Абхазии также установил размер госпошлины за вид на жительство и разрешение на проживание иностранным гражданам. Поправки в законопроект о государственной пошлине представил представитель президента Абхазии в Народном собрании Дмитрий Шампа. В законе о государственной пошлине, который был принят ранее, до закона еще о правом положении иностранных граждан, размер государственной пошлины за выдачу разрешений на проживание не предусмотрен. Хотя закон о правовом положении иностранных граждан отсылает к закону о государственной пошлине. И предлагается в новой редакции изложить подпункт 7 пункта 6 статьи 4. Это за выдачу вида на жительство установить 10 минимальных размеров оплаты труда. И за разрешение на временное проживание также 10 минут, то есть 600 рублей. В итоге законопроект был принят в первом и втором окончательном чтениях. В
В первом чтении депутаты внесли изменения в некоторые законодательные акты в сфере исполнительного производства. Законопроект также представил Дмитрий Шамба. Документ предусматривает введение в ряде действующих статей принудительного исполнения судебных актов. В частности, предлагается внести ограничения на выезд должников за границу, принудительное освобождение объектов коммерческой недвижимости. Кроме того, судебные исполнители наделяются новыми полномочиями. На заседании сессии парламента депутаты вновь вернулись к вопросу добычи углеводородного сырья на территории Абхазии. Депутат Рауль Лолуа вынес на рассмотрение депутатов проект постановления, согласно которому он предлагает поручить Конституционному суду Абхазии определить правомерность заключенного с нефтедобывающей компанией Апсна Ойл договора и соответствие его Конституции Абхазии. Здесь два пункта. Первый пункт – обратиться в Конституционный суд Республики Абхазия с запросом о толковании статьи 5 Конституции. И второй пункт – это принять запрос Народного собрания также в этой части. Считаю, что мы должны именно в таком правовом пути идти, и Конституционный суд должен нам разъяснить, было ли или не было несоответствие Конституции закона о недрах. Я так знаю, что здесь же сейчас в парламенте планируется создание комиссии по изучению эффективности и так далее. Это никак не противоречит, это никак не мешает направлению в Конституционный суд. Конституционный суд дает свое толкование, свое заключение нам даст, правовую часть даст, а уже комиссия, наверное, сделает свои выводы об эффективности, целесообразности и возьмет, наверное, на себя и экономическую часть. Давайте этот вопрос сами сначала ответим. Если мы не сможем, давайте обратимся в Конституционный суд. Это первое. Второе, мы обратились в Генеральную прокуратуру, а тут у нас еще ответа нет. Мы создаем сейчас комиссию. Комиссия еще свое заключение не сделала. Куда мы торопимся? В итоге депутаты создали парламентскую комиссию, которая займется изучением экономической эффективности, экологической безопасности, геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья в Абхазии. В комиссию вошли 12 депутатов Народного собрания. Председателем был избран руководитель профильного комитета Астамур Тарба. Комиссия должна завершить работу в течение 5 дней со дня принятия данного постановления. Саид Жарсаля, Эльдар Дамиров, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Под председательством премьер-министра Республики Абхазия Валерия Бганба в кабинете министров прошло совещание Государственной комиссии по организации мероприятий в честь 90-летия доктора филологических наук, профессора, академика, первого президента Академии наук Абхазии, лауреата Государственной премии имени Дзидзария Шотарста. Члены комиссии обсудили план юбилейных мероприятий. 28 марта в Абхазском институте гуманитарных исследований состоится научная конференция «Проблемы синтаксиса в Кавказских языках» с участием гостей из Карачаево-Черкесской республики, Адыгеи и Дагестана. А 29 марта в Государственном музее боевой славы имени Владислава Арзенба пройдет торжественное собрание, посвященное юбиляру. В Ачамчире прошла встреча будущих абитуриентов с профессорско-преподавательским составом АГУ. Профориентационные беседы с выпускниками средних школ республики в эти дни проходят по всей стране. Ежегодно их проводит Абхазский государственный университет совместно с Министерством образования и науки. Преподаватели различных факультетов и заведующие кафедрами представили вниманию будущих абитуриентов 8 факультетов. Подробно рассказали выпускникам школ о специфике обучения на каждом из них, ответили на все интересующие вопросы. Впервые в этом году на площадке АГУ будет проводиться олимпиада для школьников под названием «Путь к вершинам». Ее основная цель – оказание содействия молодежи в профессиональной ориентации и выборе профессии. Приехали представители каждого из факультетов Абхазского государственного университета, чтобы помочь нам выбрать профессию и дали возможность получить больше знаний об Абхазском государственном университете, о каждом факультете. Представляли специалисты свои факультеты, куда можно поступить, как и когда. Мы получили большую информацию. Также было рассказано о олимпиадах, которые проводятся в этом году в первый раз, где у нас появится возможность уже в апреле поступить в Абхазский государственный университет благодаря тому, что мы сможем, если сможем, выиграть олимпиады или даже стать призерами.
эта информация для нас была на данный момент очень важна, и эта информация очень приятная. И будем стараться пользоваться этой возможностью, которую нам дает Абхазский государственный университет. В эти дни государственная телерадиокомпания Республики Южная Осетия отмечает юбилей. 25 лет назад, в 1994 году, состоялся первый выход в эфир телерадиокомпании «ИР». Уже четверть века коллектив, как одна большая семья, работает над развитием телерадиокомпании, создавая новые проекты и совершенствуя свою работу. На данный момент в коллективе ГТРК трудится 118 сотрудников. В честь юбилея в Цхинвале в киноконцертном зале «Чермен» состоялось торжественное мероприятие. В его рамках состоялось награждение лучших работников государственной телерадиокомпании «ИР». Особенно приятно, что в числе награжденных и наш коллега, оператор абхазского телевидения Роберт Ломия. Указом президента Южной Осетии Анатолия Бибилова он награжден медалью во знаменование десятилетия победы в Отечественной войне народа Осетии. Телеоператора государственной телерадиокомпании «Абхазия». Спасибо вам всем. Позвольте мне от всего нашего коллектива, от коллектива государственной телерадиокомпании Абхазии, поздравить вас с этим юбилеем, пожелать вам больших успехов в вашем нелегком труде. Добра вам! Наша съемочная группа находится на юбилейных мероприятиях в Цхинвале. В ближайших выпусках мы покажем подготовленный ими материал. В Сухуме прошел республиканский творческий конкурс «Проба пера», который ежегодно организует Министерство образования и науки. Участие в мероприятии приняли школьники из разных районов республики. Об этом в материале наших корреспондентов. Конкурс «Проба пера» давно стал традиционным. Его участники – старшеклассники из разных школ Абхазии. С энтузиазмом создают команды, работают над различными темами и соревнуются со сверстниками из других школ. В этом году конкурс был приурочен к юбилеям классиков абхазской литературы Дмитрия Гулия и Фазиля Искандера. В нем приняли участие сборные команды из всех районов республики и города Сухум. В этом году конкурс состоял из двух этапов – письменного и художественного. Сначала его участники на двух языках, абхазском и русском, должны были написать сочинение по мотивам произведений Фазиля Искандера и Дмитрия Гулия, затем нарисовать иллюстрации также по мотивам произведений знаменитых писателей. Мы надеемся, что в этом зале собрались любители литературы, те, которые любят творчество Дмитрия Гулия и Фазиля Искандера. Надеемся, что вы будете прославлять наше будущее и свой народ. И желаем вам сегодня успехов в этом конкурсе. «Проба пера» – это конкурс, во время которого его участники должны продемонстрировать не только хорошие знания, но и свое умение и талант. Некоторые из школьников принимали участие в таком мероприятии впервые. Особенно интересным для них стал конкурс рисунков, так как изобразить на бумаге впечатления от прочитанных произведений под силу не каждому. Впервые принимаю участие в таком конкурсе. На самом деле было очень интересно. Мы немного нервничаем, если честно. Сегодня мы нарисовали произведение Дмитрия Гулия, называется «Ачадж». Почему мы выбрали это произведение? Потому что оно на самом деле намного ближе к нам. Это произведение рассказывает об Абхазии во время войны, когда была грузино-абхазская война. Сегодня, придя сюда, мне очень понравилось испытать все вот эти впечатления, потому что, во-первых, да, есть немного волнения, но это волнение, оно с привкусом таким вот, прям вот радуешься и все быстренько-быстренько делаешь и хочешь все успеть. Сегодня я выбрала тему
Дермит Гули Ашкол Сашталас. Я эту тему выбрала, потому что, во-первых, как бы в ней очень много можно было бы добавить ярких красок и очень такое вот интересное событие, когда он убегает и его кусает собака. Вот. Я очень хотела это изобразить, и не знаю, у меня получилось ли или нет, но все же я изобразила. Пока компетентное жюри решало сложную задачу и пыталось определить художников, которые лучше всех справились с заданием, участников и гостей мероприятия порадовали своим мастерством детские инструментальные ансамбли «Райда» и «Анана Гунда». Среди множества интересных работ в итоге были отмечены рисунки учащихся Гагарского и Ачамчирского районов, а также города Сухум, которые поделили между собой почетное первое место. Второе место заняли представители Гулирипского и Гудаутского районов. На третьем месте школьники из Галского района. Что касается результатов письменного конкурса, то лучшими признаны 4 сочинения на абхазском языке и 3 работы на русском. Гугут Савардания, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. В Сухуме состоялось торжественное открытие турнира по мини-футболу среди детских команд, посвященного памяти репатриантов, погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. В турнире участвуют 8 команд из всех районов Абхазии. Первый матч прошел между командами Министерства по репатриации города Ачамчира. Команда Министерства по репатриации одержала победу со счетом 3-2. Юные футболисты показали высокий уровень подготовки и отличную игру. Аналитическое агентство Турстат составило рейтинг стран, которые посещали российские туристы в 2018 году. Проанализировав статистику выездных туристских поездок из России за рубеж по итогам 2018 года. По данным агентства, в топ-10 наиболее популярных у российских туристов направлений по числу выездных туристских поездок из России в 2018 году вошла Абхазия – 4 миллиона 496 тысяч поездок, оказавшись на втором месте. При этом на первом месте в рейтинге Турция – 5 миллионов 719 тысяч поездок, а на третьем Финляндия – 3 миллиона 361 тысяча поездок. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью плюс 2,7, днем плюс 9-14 градусов. Температура морской воды плюс 9 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.